Смотрите в программе. В Якутии утвердили порядок проведения публичных мероприятий на территории памятников истории и культуры. Переработка вторсырья развивается в поселке Удачном Мирнинского района. Местному предпринимателю в проекте активно помогают жители. Коллектив Национального театра танца Якутии получил специальный приз Международного фольклорного фестиваля. В эфире «Вечерние новости». В студии Василий Раченко. Здравствуйте. Порядок проведения публичных мероприятий на территории памятников истории и культуры утвердили в правительстве Якутии. В случае их проведения необходимо иметь разрешение уполномоченного органа и придерживаться правил. Организатор должен уведомить участников об историко-культурной ценности памятника. Не допускается стационарное размещение плакатов, транспарантов, лозунгов на фасаде и внутри объекта культурного наследия. Использование пиротехнических и других средств, наносящих ущерб памятнику. После мероприятия нужно убрать за собой мусор и навести порядок на территории. В случае нарушения этих правил виновные могут быть привлечены к ответственности по законодательству Российской Федерации. Для борьбы с лесными пожарами в Якутск прибыл спецборд авиалесоохраны, самолет-зондировщик Ан-26. На воздушном судне установлено оборудование для искусственного вызывания осадков путем рассеивания йодистого серебра на высоте 5-6 тысяч метров. Эффективность подобных мер составляет порядка 70%. На прошлой неделе самолет работал на территории Красноярского края, Иркутской, Амурской областей и Забайкалья. На сегодняшний день результаты на этих территориях показали снижение класса пожароопасности. Лесные пожары ликвидированы и текущая обстановка находится под контролем. За вчерашний день мы произвели один вылет вокруг города Якутска на расстоянии примерно 200 километров, где было обслужено порядка 10 лесных пожаров. На части из них уже подтвердилось выпадение осадков, в большей степени это западная, юго-западная часть Якутска. И сегодня также мы планируем ориентировочно в 15 часов местного времени произвести вылет по действующим пожарам с целью локализации и ликвидации данных очагов. В Чурапчинском районе к сенокосу приступили раньше обычного. Уже скошено более 7,5 тысяч гектаров сенокосных угодий, заготовлено свыше 3,5 тысяч тонн сена. Районным властям поручено, несмотря на суровые условия сенокосного сезона, обеспечить все возможное для заготовки годового запаса. В начале августа будет выработан прогноз того, сколько заготовлено и сколько сена не хватает. Исходя из этого, примут решение по кормозаготовке для зимовки скота. Дополнительно будут организованы мобильные бригады. В поселке Удачном Мирнинского района развивают утилизацию вторсырья. Один из предпринимателей начал проект в 2018 году. Заключил договоры с заводами в Ангарске, Новосибирске и Красноярске. За 2 года удалось вдохнуть вторую жизнь в 6 тонн пластика, алюминиевых банок и пластмассовых ящиков. Еще 5 тонн уже ждут отправки. Помогают в сборе мусора жители города. Во многих дворах установлены специальные баки для сбора пластика и алюминия. Ирина Балкова продолжит тему. Коричневые, белые, зеленые, голубые бутылки. На начальном этапе необходимо отсортировать пластик по цвету и освободить от крышек. Только после этого можно приступать к обработке для дальнейшей транспортировки на заводы в Ангарске, Новосибирске и Красноярске. Там пластиковые бутылки, алюминиевые банки превращаются в пластмассовую посуду и домашнюю утварь. В семье Дениса Леонтьева сортировка мусора – дело привычное. Бытовые отходы собирают отдельно от пластика и алюминия. Узнав, что есть удачный мини-цех по переработки мусора, Денис сначала носил туда. Позже появились специальные баки в городе для сбора пластиковых бутылок и алюминиевых банок. Ну, я считаю, пластик нужно выкидывать в отдельный контейнер, вот как у нас здесь стоят. Потому что если выкинуть в общий мусор, он вывезется на общую свалку и будет разлагаться там очень долго. И как бы этим засорять нашу природу, экосистему. Я знаю, что у нас есть небольшой перерабатывающий завод по пластику, и также его переработают, и он будет дальше использоваться. Например, в домашнем хозяйстве. На мини-заводе стали утилизировать картон и макулатуру. Позже из этого вторсырья на прилавках магазина появятся новые тетради, альбомы для рисования и многое другое. В дальнейшем планируется утилизация стеклянных бутылок. Начиная активное участие у нас прошло где-то с 2018 года. За весь этот период до сегодняшнего дня где-то мы
сдали в пределах дробленки фракции 10-12, то, что нам заказывали, мы сдавали в город Ангарск. Мы туда сдали в пределах 1,5 тонн. Это уже дробленый вариант для грануляции, для дальнейшего производства. Дальше пластик ПЭТ-бутылка, мы ее тоже сдали где-то в пределах 3 тонн в общей массе. И алюминиевые банки где-то в пределах, тонна, 1,5 тоже, не больше. Помогают в сборе мусора жители города и молодежь. В прошлом году волонтеры собрали и отправили на утилизацию порядка 500 килограмм пластиковых бутылок и жестяных банок. Дело, получается, у меня есть пакет определенный, где я бутылки собираю, где у меня есть алюминиевые также банки, и также еще стеклянные бутылки собираю, и выбрасываю. С установкой специальных баков в городе горожане стали более осознанно подходить к сортировке мусора. Важно понимать, что срок разложения полиэтиленового пакета не идет ни в какое сравнение с его недолгим сроком службы. На это потребуется от 30 до 200 лет. А вот разлагаются пластиковые бутылки от 450 до 1000 лет, в зависимости от климата и состава пластика. К сожалению, алюминиевые банки надолго останутся частью окружающей среды. На их исчезновение понадобится от 80 до 500 лет. В настоящее время почти 5 тонн вторсырья в перерабатывающем цехе в Удачном ждут своей отправки на завод для дальнейшей переработки. Ирина Балкова, Денис Сиротин, телеканал «Алмазный край». А в Хандаге продолжается реконструкция площади Победы. Ее начали в рамках подготовки к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Строители обещают, к 1 августа все будет готово. Подробности далее. В райцентре Тампонского улуса площадь Победы – это, безусловно, самый знаковый объект. Осенью прошлого года на ее реконструкцию Хандагская поселковая администрация выделила из средств местного бюджета около 2 миллионов рублей. За месяц были проведены работы по бетонированию, установка стальных опор по ремонту на постаменте и устройство освещения, произведена планировка территории, также заменена брусчатка. В этом году из Фонда Победы при районной администрации из части собранных средств организаций, предприятий и бюджетных учреждений было выделено 300 тысяч рублей. На эти средства начаты работы по укладке бордюрного камня, который пришел в негодность. Наша задача сегодня убрать старые, которые трещины, старые бордюры, и будем делать новые. Наша бригада, сейчас 5 здесь, все делаем по-хорошему, все по-совестному. В связи с пандемией коронавируса к реконструкции площади Победы строители приступили с небольшой задержкой. Тем не менее, малыми силами с 20 июля работы возобновлены. Я думаю, что мы окончательно завершим эти работы уже этим летом, и площадь полностью будет реконструирована. Остается нам освещение еще установить, оно у нас уже завезено, и по окончании работ по бордюрному камню мы будем еще освещать площадь Победы. Закончить работы над площадью Победы планируют до 1 августа. Мария Винокурова, Александр Тиянч, Хандага, Тампонский район. Коллектив Национального театра танца Якутии получил специальный приз международного фольклорного фестиваля конкурса «Витоша». Его проводят в Болгарии вот уже четверть века. В этом году по понятным причинам мероприятие состоялось онлайн. Якутский коллектив для конкурса подготовил 3 номера. Видеозапись руководителя с приветствием, танец Тайон-Чурон и болгарский национальный танец Раченицу, что было обязательным требованием конкурса. На протяжении 4 дней все видео 24 коллективов во всех странах транслировали на экране под открытым небом в Софии. Также трансляция шла на крупных интернет-площадках в Фейсбуке и Ютубе. По окончанию международное жюри удостоило коллектив из Якутии спецпризом от мэра муниципалитета Витоша Теодора Титкова. Требования жесткие были, потому что четкие должны быть видеоряды, должны мы отправить, видеоролики и торжественные на открытие, там 18 на 10 экран большой поставили Софии с участием мэра города Софии. Мы очень рады, что приняли участие в онлайн-конкурсе «Фестиваль». После почти 3 месяцев на самоизоляции артисты Большого театра возвращаются к полноценным репетициям. Они готовятся к выступлению на фестивале оперы и балета «Херсонес Таврический», который пройдет в Севастополе в конце июля, в начале августа.
Солисты Большого вернулись к репетициям после коронавирусных ограничений. Они готовятся к выступлению на фестивале оперы и балета «Херсонес Таврический». Театр отправится на мероприятие в Севастополь впервые. В программе оперные арии и балет «Кармен Сюита». Прогоны начались 10 июля, вернув жизни танцоров и певцов в нормальное русло. Артисты очень соскучились без общения со зрителями и с нетерпением ждут встреч, говорится в сообщении пресс-службы театра. Ведущий солист балета Игорь Цверко рассказал о своей главной проблеме во время самоизоляции. Наверное, основная сложность, я думаю, такая же, как и у всех, не наесть лишние килограммы, чтобы держать себя в форме, потому что, когда ты находишься в замкнутом пространстве, путь лежит только всегда через кухню к холодильнику. Поэтому, наверное, это самое сложное было, особенно для, в принципе, артиста, который привык всегда то, что, допустим, поел на завтрак, он выгоняет в течение дня, и все, что пошло в обед, то выходит на спектакль, грубо говоря. Калории сжигаются, и поэтому всегда этот баланс, он, соблюден. Танцор Денис Родькин рассказал, как справился с карантинными тяготами. Я один раз решил сделать большие прыжки, ко мне сразу же прибежал сосед, сказал, что чем вы занимаетесь, потому что у него так люстра. Я понял, что форму нереально никак держать, поэтому приходилось довольствоваться станком для того, чтобы как-то поддержать форму. Но на самом деле это помогло. Это не заменило в полной мере наши полноценные нагрузки, но что касается мышц, то они так более-менее в форме остались. Оперная дива Анна Агаларова говорит, что ради выступлений готова справиться с любыми переживаниями. Волнение присутствует, но я думаю, честно говоря, что желание, то, которое у нас есть, выйти на сцену, оно все равно намного сильнее того волнения, которое будет. И, в принципе, можно будет как-то с этим совладать и волнение просто перевести в кураж. 4-й международный фестиваль оперы и балета в Севастополе пройдет с 29 июля по 2 августа на площадке под открытым небом. Россия присоединила Крым в 2014 году после ввода на полуостров дополнительного контингента своих войск и экстренно организованного референдума. Киев и большинство членов ООН квалифицируют этот шаг как нарушение международного права и аннексию части суверенной территории Украины. На этом пока вся информация. Наши корреспонденты продолжат следить за новостями. До встречи в эфире.